С момента громкого скандала вокруг абсурдного решения Южно-Сахалинского горсуда прошло больше месяца, но этот вопрос до сих пор не закрыт. Законопроект президента страны Владимира Путина, внесенный на рассмотрение в Госдуму, похоже, поставит в этом и похожих делах последнюю и жирную точку. На неделе Владимир Путин предложил Государственной Думе запретить признавать цитаты из Корана и Библии экстремистскими. Также под табу рассмотрения судом и прокуратурой попадают Танах и Ганджур. Соответствующая поправка будет внесена в федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. Именно христианство, ислам, иудаизм и буддизм составляют неотъемлемую часть исторического наследия народа в России. Содержание и цитаты книг, составляющие духовную ценность этих религий, не могут быть признаны экстремистскими материалами, говорится в пояснительной записке. Президент внес очень важный законопроект в Государственную Думу и предложил нам его достаточно оперативно рассмотреть и принять соответствующее решение. Законопроект сам по себе достаточно небольшой, но очень емкий, мощный. Я помню, в прошлом году наши коллеги выступали по поводу того, что ряд текстов, допустим, из Корана, были признаны экстремистскими, как пример, допустим, школьная тетрадь с отдельными выражениями из Корана. И я помню возмущение, с которым выступали наши коллеги. Кто не помнит, 12 августа состоялось решение городского Южно-Сахалинского суда по поводу тоже одной из книг, и там было признано экстремистскими два выражения из Корана. Предполагается, что закон вступит в силу с момента его официального опубликования. Также немаловажно, что принятие поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности не потребует дополнительных бюджетных ассигнований. Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Сергей Попов подчеркнул важность того, что данное предложение Путина поступило в Госдуму в преддверии Дня народного единства, который наша страна отмечает 4 ноября. Вот эти моменты, они очень чувствительны. И то, что они вызывают определенное возмущение, мы слышали с вами выступление и Кадырова, нашего коллеги, да, президента Чеченской Республики. Мы не можем создать условия для того, чтобы подорвать вот этот наш хрупкий, целостный мир. Мы гордимся тем, что Россия многонациональная, многорелигиозная страна, которая тысячелетия живет в условиях этого межрелигиозного мира. В пояснительной записке написан очень важный момент, что данный документ обсужден с представителями всех традиционных религий и всеми поддержан. В религиозном сообществе России последовали одобрительные комментарии. Иммунитет для священных писаний традиционных религий страны в нынешнее время очень актуален, и определение границ дозволенного президентом страны – исторический шаг. Шаг, который сможет сплотить усилия религиозных организаций, власти и общественных сил в борьбе с экстремизмом и религиозной нетерпимостью. أدم غت ده أدم دوغ ده أدم هلك ده إذا بصر دين مصري بو إيشا بصر بنيخ مصري بو إيشا محمد أمة مصري بو إيش سوكيا بردول بيت نشات حبول ناخ ليوخش دو إسان دول هما ويديني دول شا ويعيش زي ما قا إسان دول هما قرآن بقواني عادات بوغش دول هما إيشاق ده اللحا إذا وينا مصر بصر بستاقين بق إيشم خربر. Театр абсурда давно требовал кардинальных методов борьбы, и президентский законопроект станет основным столбом, вокруг которого смогут сплотиться абсолютно все религии нашей страны. Волевым решением Владимир Путин еще раз подтвердил и доказал, что в России не пройдут провокации на религиозной почве. На фоне экстремизма и религиозной нетерпимости, которые в Европе возникают в последнее время все чаще, к примеру, публикации карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сжигание Корана и тому подобное, это решение, безусловно, своевременное и абсолютно справедливое. Это защитит чувства не только мусульман, но и христиан, иудеев и буддистов. Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин очень быстро, можно сказать, мгновенно отреагировал на эти все вызовы времени. Решение Владимира Владимировича Путина будет историческим, действительно, потому что с этого момента, наверное, какой-то новый виток нашей истории начнется.
Этот законопроект также послужил ответом на решение Южно-Сахалинского горсуда, который еще 12 августа текущего года признал экстремистским книгу «Мольба к Богу», ее значение и место в исламе. В частности, запрет судья наложила на аяты из суры «Аль-Фатиха» и «Аль-Джин». Первым, кто адекватно и действенно ответил на такое кощунство, стал Рамзан Кадыров. На пресс-конференции, которая состоялась совсем недавно, главе Чечни задали вопрос, сможет ли он простить судью и прокурора, которые пренебрегли чувствами десятки миллионов мусульман страны. После того, как президент внес в Думу закон, то они хотя бы из-за уважения руководства государства должны были принести свои извинения, если даже они мусульман не любят. Если они скажут, что они были неправы и скажут слова, принесут извинения, ну, конечно, зачем нам дальше с ними судиться, дальше пробивать это, обсуждать даже этот вопрос. И мы с удовольствием примем их извинения. Аллах прощающий, Аллах нам говорит, чтобы мы тоже прощали друг друга. Поэтому мы готовы простить за то, что они поспешили или хотели угодить тем или иным структурам и приняли такое решение. Впрочем, апелляционный процесс идет полным ходом. Вся необходимая документация почти готова. Как заявил адвокат Рамзана Кадырова, в ближайшие дни будет известна дата заседания. Примечательно, что в данном процессе глава Чечни выступает как гражданское лицо. Хранитель священного Корана по-другому отреагировать и не мог. В любом случае, дело нужно довести до логического конца. Вот это незаконное решение, это и есть экстремизм. Вот понятие экстремизм вложено полностью вот в это решение. И в Уголовном кодексе есть статья 305 «Вынесение неправосудного решения». У нас такое право есть, но опять же, все будет зависеть от воли моего доверителя, главы Чеченской Республики. На этом фоне еще нелепее выглядят попытки прокуратуры Южно-Сахалинска реабилитироваться в глазах граждан, тех самых граждан и верующих, чувства которых они оскорбили. 11 сентября они подали повторный иск. Якобы они просили запретить не сами аяты из Корана, а всего лишь комментарии автора. Причем опираясь на закон, который на тот момент еще не вступил в силу. Бред. По-другому и не скажешь. Ислам Магомадов, Магомед Сулейманов, Ислам Самаев. Новости 7.